взяли, вот, зашли Что вы взяли? у господина консула, приняли заявление на имя посла. Все эти безобразия, которые происходят в России. Я им объясняю, что я поставил вопрос в России в государстве. Если главная задача делать из таджиков, я человек, советский гражданин, я кому не позволю ни одного нацию, даже пускай нынешняя власть Таджикистана будет закрыть глаза, а я закрываю его. За это мне это хотелось. Я прошу делать. Передайте господину послу консулу, мне господин Жуков. То есть ваше депортирование это все-таки политическое? Они не признаются дело в этом. А в целом он мне сказал, что у нас решение суда. Я говорю, хорошо, решение суда у вас было, по сегодняшний день. Второй суд почему был нарушен? Когда 12-10 дней сроки. А вы ночью мне забираете с каталажки. Почему создано спецприемников у вас патриотов? Именно места, когда отбываем для депортирования, а там зеки живут. Почему в одиночной камере не держали? Почему адвокаты не пустили? Это ради судебности мы выполнять сегодня. У меня отправите без документов. Где мои паспорта в Таджикистане? Вы гражданин России продали. Вы за крупную сумму, я знаю, сколько миллионов отдали. Вы отдали деньги, вы ее продали ночью. И он не первый продан здесь. И сейчас у вас есть документы? У меня заканчивается 25-я справка Таджикистана, которую мне выдали фальшиво. 25 декабря. Да, у меня все заканчивается, все. И в итоге вы... В итоге у меня, кроме того, что есть в кармане удостоверение офицера запаса и ветерана боевых действий, больше ничего у меня нет. И Таджикистан обязан мне дать мне... Нет, лицо без гражданства. Как они должны мне паспорт, они сами нарушают? Если они хотят соблюдать международные, здесь я тоже сказал господину консулу, уважаемый консул, вы нарушили самого главного. Конвенция, 8 пункт, о чем сказано? Вы разрушили мою семью, вы меня загнали как правового человека, правовое дело. А когда вы убрали все то, что есть, вы подписали. Вы демонстративно показывали всему миру, что в российском нашем государстве отсутствует элементарный механизм права по отношению малых народов. Я член этого малого народа, я организация. Но труп не организации, который помогал миллионам таджикам, эта страна не могла это делать, Россия, Таджикистан, мы поставили их на ноги. На ноги. А сейчас что сделали? Сейчас что вы намерены делать дальше? Наверное, у нас все запланировано, адвокаты будут работать в России, в инстанции. Я сейчас сказал, чтобы не было, я, конечно, буду просить еще встречи с послом. Есть другие вопросы, я сказал, более 100 томов у нас подготовлено по ущемлению прав граждан. Особенно отбывающие наказание, когда хотели меня отправить в тюрьму, отбросы наркотиков, делали, мои детей там семью. Они говорят, его в тюрьму нельзя отправлять, по той причине, что каждый четвертый таджик, то есть заключенный в России, это есть таджик. А каждый таджик знает, кто он такой. Если бы там бунтовать, получается. Скажите, у Таджикистана есть какие-то претензии к вам? Как вы считаете, вас могут задержать в нашей стране? Я говорю всегда так, если захотят, нужно и к столбу найти. Но если думаешь, что заслуга моя, я не какой-то не партийный лидер. Я лидер и глава мигранты, которые приносили сюда больше 5 миллиардов долларов. Только за один год я возвращал по миллиарду рублей Таджикистану. Сейчас 100 миллиардов рублей пошли в кормушки образных погонов, российские так называемые. Они сказали, что его уберите отсюда. Мы не будем этому народу платить. Вначале заплатим все. Они ходили просить помощи. И это я делаю. Хотя это часть доли государства в Таджикистане был. И часть доли наших журналистов был. Почему они не сделали данный шаг? А потому что всегда так. Моя хата с края. Нет, моя хата не с края. Я рядом с народом. И здесь, и там. Вот даже где они будут находиться. Любой, соответственно, задача государства Таджикистана будет, если против меня направлено даже уголовное дело, оно будет на крупную сумму. На крупную сумму. Я думаю, есть и мудрые люди в Таджикистане. Я уже про Россию не буду говорить. На подобный шаг их, скорее всего, не направят. Если направят, это окончательно не поставят то, что на демократию будущего народ Таджикистана. Мы и так все нуждаемся, начиная от рабочего, что у нас будет стабильность в стране. Мы в этом нуждаемся. Мы нуждаемся, что у нас люди хоть что-то научились делать. Это все я делаю. И учебу, и спортзалы, и все. Но это крупное, это нельзя говорить, потому что я по интернету, я смотрю, я сам вижу. То есть состав выступления 8% говорит, что за безобразие. Я об этом сегодня говорю с кем-то, господином Жуковым. Я написал эту бумагу, которую я дал членам ксерокопии. Это достаточно для того, чтобы сегодня, если подали бумаги, надо выйти на уровень
Но вы знаете, что может дальше быть? Если у нас было бы нормальные, свободные СМИ в России и Таджикистане, они бы сейчас колоколу били. Куда смотрят российские СМИ? Почему не показывают положение трудовых мигрантов? 2014 года. Закрывайте национальный диаспору. Магу справку с Таджикистана, заставляем таджикское руководство, таджикское, соответственно, посольство, людей магистратуры, ставить печать, отдайте шарифу. Господин Ашраф Гулов, тоже консул, хотя он вообще не был в Москве. Так что у нас завтра своих детей, мы все в тюрьму отправим, что ли? Вот простые дети, блядь, в Таджикистане, я смотрю вокруг. Что они хотят? Что он хочет поехать, паспорт российский получил вот там? Потому что он говорит, мне надоело жить и здесь, и там. А почему? А оттуда я хочу, чтобы в Европу. И они и здесь не хотят жить, и в России не хотят. Хотим в Европу. Это зачем мы создаем такую конституцию? Что люди должны к нам идти, и не от нас уходить. Пока я нахожусь здесь, я еще думаю, что может встреча быть с министром МВД, я очень надеюсь, на то, что-то посмотреть в глаза. Он мне скажет, вот ваш паспорт, вот ваша справка, вот все это, вот чисто. Или мне скажут, ну вы звоните в маленькие государства, теперь подали команду. Давид на этого шарифа, потому что он нам надоел. Он говорит, почему права наших граждан нарушаются. Он говорит, почему заработную плату не платит. Он все говорит нам. А тем более он, когда говорит работодателю заплатить деньги, а это деньги работодатель принять образы в погонах в России, а он забирает вашим гражданам отдает. А как тогда нам жить? Тоже вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у вас были заявления, когда был вот этот бунт, да, что можете организовать многотысячные митинги. Это смотрите, нет, а вот это здесь может быть это заблуждение. Это надо было людям, которые они хотели. Вот сегодня, чтобы я был в Таджикистане, вопрос там стоял, мучение людей, когда это бунт был в 2014 году, не тот же, который был в 2017. В 2017 году вообще речь об этом. Вы когда заставляете 2-3 тысяч себе таджиков на колени и подчиняться вам, тем более были расстреляны граждане Таджикистана, на садоводе. Можно завтра выйти по ситуации сотни тысяч граждан и требуют, а не один шариф выйдет. Они взяли как журналисты. Вот давайте мы вот по этому виду на шариф. Напускай по 300 тысяч, ну что это будет? В любом стаде есть козел, перемиллионы детей. Если вот миллионы будет, ничего не произойдет. Почему люди бунтуют? Люди не бунтуют. Люди требуют одну. Мы людьми на этой земле родились. Но в конце концов, обратите на нас внимание. Ничего не хотят. А почему нужен? Именно убийца таджика происходит права. Я вам повторял цифру. В тюрьмах России, вот так он, и другие, и даже начальник спецпром господин Сухов, Андрей Николаевич, мы не можем вас отправлять и задержать в России, потому что в тюрьме России забиты одними таджиками. Это достаточно для нашего руководства. Это наши дети маленькие, вы что с ними делаете? Я должен выполнять свои функции, я могу в Таджикистане сидеть, завтра предоставим мне офис, я готов отсюда защищать, если не выплатить, обращаться, одними бумагами заполнять это доказать, что вы тут творите, и в европейские направления. Наши граждане будут выигрывать, если у нас есть страна демократии. Я дал команду пока остановить временную работу офиса. Ежедневно принимали по 100-150 человек, это были разные вопросы, связанные с уголовными, с административными, с пропавшими детьми, со слезами женщин, невозможно отправку детей, братские приемники. Это все вопросы решались в это время. Ну, видите, Всевышний сказал, что вы сделали много, езжайте, тогда вас туда отправлять в другой континент. Надо благодарить тому, что мне вместо могли они вместо Таджикистана положить и Южной Африке справку возвращения на родину. От России все можно отдать. И вот то, что за это надо говорить спасибо, что Таджикистан хоть сделал так, что не отправляйте в Африку, дайте под нами его, пускай он здесь будет со своими там близкими родственниками. Скажите, вот вас в аэропорту встречали силовые? Силовые студенты так, когда я вышел, я посмотрел вокруг, я никого и не видел. Хотя по моим прогнозам, по тем, что было здесь, я понял, что будет примерно. Но почему-то в последнее мгновение там никто не оказался, я сел. До сих пор все нормально, все спокойно? Я понял, когда в пятницу приехал в МВД сам, я на самом деле у меня высокая температура давления. Это получается. Мы раньше знали, что это все произойдет. Я еще когда, может быть, родился, когда я учился, когда ушел в военный училище, закончил академию при президента. Где-то закончил партийную школу, я в Центральном комитете КПСС. Я всегда видел характер людей, потому что я сам психолог, эти холерики, те же мои
алкоголиков, то Россия в любое время это сделает. Если страну большую продала, то всяк нормально. Ну, дело в том, что то, что от меня зависело, то, что буду для своего народа делать, я не останавливаюсь, я буду помогать. Ну, сделал очень много. Если бы это помогало бы мне Россия и Таджикистан, сегодня вот такое ущемление прав наших граждан мы не замечали. Я вижу даже слезы, я видел в самолете слезы. Когда народ собрал кучу денег, которые домой ехали. Это все видео есть. Мы вам отдаем деньги, потому что плакали люди просто. Они сначала не поняли, когда они наручники видели, что привели человека. Это было демонстративно показано. Посмотрите, мы что сделаем с вашей головой. Скажите, вот после вы все равно хотите вернуть себе гражданство России, несмотря на то, Российское гражданство я обязан вернуть. Даже добиться к тому, что благодаря мою борьбу, которая будет и до Европейского Союза России решит, я улучшу ситуацию. Тоже россияне, русских людей, которые 70 тысяч, пока в России по году я бегаю, они не должны меня были отправлять сюда. Они должны были мне дать возможность получить гражданство. И вас попрошу в одну. Не делайте любое мое интервью, которое добавит из ваших науков, фантазии, и к тому, что многие из руководителей не понимают о том, что мы говорим душой, а вы тут агрессию создаете, потому что радио, я с вами разговаривать не буду, поскольку вы сказали, что мой сын передал ту информацию, что он арестован. Зачем врать? Мне врагов достаточно. Любой человек, который работает сегодня, у него есть враги и будут враги. Вам сразу.